Главное археологическое открытие XX века. Как уйгурская земля 2000 лет хранила сокровища. Это шелковая парча длиной 18 и шириной 12 сантиметров. Хотя она невелика, она считается одним из величайших археологических открытий Китая XX века и сокровищем музея уйгурской автономии. Откуда она взялась, для чего была создана и в чем ее необычайная ценность? В 1995 году на юге пустыни Такламакан в уйгурской автономии археологи обнаружили этот шелк в гробнице знатной четы древнего уйгурского государства Ния. Основываясь на форме и сопутствующем захоронении оружии, лук и стрелы, ученые сделали предположение, что это была защитная повязка для стрельбы из лука верхом на коне. Исследования подтвердили, что изделие относится к периоду, когда поздняя династия Восточная Хань устанавливала дипломатическую связь с государствами западного уйгурского края. Благодаря необычайной сухости уйгурской пустыни, несмотря на почти 2000 лет под землей, парча не только сохранилась, но и цвет остался ярким, словно вещь была сделана только вчера. Узоры на парче очень сложны и изысканны. Облачные орнаменты с благоприятными знаками мягко тянутся вдоль края. Среди них справа налево последовательно расположены феникс, единорог-целинь и белый тигр. В традиционной китайской культуре это священные животные, символизирующие удачу. Но самое поразительное – надпись, вытканная из 8 иероглифов. 5 звезд выходят на востоке на благо Чжунга. Эта фраза – древний астрономический термин и военная стратегия, встречающаяся в исторических записках хрониста Сыма Цаня эпохи Западная Хань. 5 звезд – это Венера, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн, или стихии металла, дерева, воды, огня и земли. Выход на востоке означает редкое явление, когда все 5 планет одновременно видны в восточном секторе неба. Слово «чжунга» здесь относится к центральным равнинам. В древности такие небесные знаки были тесно связаны с политикой. Парад 5 планет на востоке считался великим благоприятным предзнаменованием, влияющим на принятие важнейших государственных решений. Следующий такой парад планет произойдет только в 2040 году. Это будет одно из самых впечатляющих парадов планет в 21 веке. В эпоху древних государств уйгурского края и Хань астрономия использовалась для госуправления, за планетами следили императорские астрологи, ведь небо указывало путь Поднебесной. Право толковать небо принадлежало императору, поэтому эта ткань была создана в императорских мастерских. Техника плетения, пятислойная парча, была вершиной текстильного искусства эпохи Хань. В 5 слоях ткали 5 цветов нитей – белый, зеленый, синий, красный и желтый, соответствуя 5 стихиям – металл, дерево, вода, огонь и земля. Небесным светилам – Венера, Юпитер, Меркурий, Марс и Сатурн. Это живое воплощение связи надписи 5 звезд на востоке благоприятствует Чжунга. Философии инь-ян и 5 стихий в ремесле. Плотность нитей поражает воображение. На 1 сантиметр ткани приходится более 200 нитей основы. Парча 5 звезд уникальна не только плотностью, но и пятицветной структурой основы с бегущими облачными узорами и включением иероглифического текста. Подобные ткани даже в 21 веке ткать практически невозможно. Каждая такая небольшая ткань занимает несколько месяцев ручного труда. Такое совершенство и мастерство было под силу только лучшим мастерам того времени с использованием сложной технологии. Как же эта дорогая императорская вещь оказалась в западном уйгурском крае, преодолев тысячи километров через горы и реки? Находка была сделана на руинах древнего уйгурского государства Ния, в пустыне Такламакан. В 60 году до нашей эры здесь был учрежден протекторат Западный край. Императорское правительство Хань начало эффективное взаимодействие с этим важнейшим регионом на Шелковом пути. Царство Ния было одним из 36 государств западного уйгурского края. Позже вошло в древнее уйгурское царство Крарайна. Эта парча могла быть драгоценным даром императора правителю Нии в знак признания его статуса.
Множество шелковых находок в этих местах подтверждают тесные экономические и культурные связи древних уйгурских государств с центральными равнинами Китая. Шелковая парча «5 звезд» объединяет в себе пик технологий Хань и глубокий след слияния культур. Пройдя сквозь тысячелетия и пески, она вновь предстала перед миром, неся в себе тепло истории, рассказывая о глубоком культурном и политическом взаимодействии древних уйгурских государств с государствами центральных равнин Китая и многообразии древних государств Уйгурского края, положивших начало великой уйгурской цивилизации.